Надзадзе Александра Константиновна – абхазская девушка, чья жизнь – легенда. Она родилась в далеком 1913 году в Абхазии, а в Ростове-на-Дону она отвагой прославилась. После школы работала библиотекарем и пионер-вожатой, училась в партийной школе в Сухуме, но мечтала служить в армии. Получив специальное разрешение Народного комиссара обороны, Александра поступила в военно-политическую академию, которую закончила перед самой войной. Александра Надзадзе являлась родной сестрой моей бабушки. Она родилась в 1913 году в селе Отхара Гудаутского района. Девушка из обычной крестьянской семьи. После окончания школы она едет, работает в шахтоуправлении в Кварчельском. И потом по комсомольской путевке попадает в Высшую военно-политическую академию имени Ленина в Москве. Это вуз, который готовил политработников. На тот момент в академии училось всего 3 женщины, 3 девушки. И одна из них была Александра Надзадзе, и единственная абхазка, которая закончила эту военно-политическую академию. Естественно, как патриот, как комсомолец, понимая все происходящее, как только началась Великая Отечественная война, она направляется на фронт. С осени 1941 года Александра Надзадзе сражалась на фронте, затем попала в политотдел 56-й армии под Ростовом-на-Дону. Отказавшись от должностей, во втором эшелоне рвалась на передовую, стала политруком в пулеметной роте. И когда начался штурм Ростова, ее отряд не дрогнул. При штурме одной из высот города, уже перейдя реку Дон, тогда была зима, по льду переходили лед, попадали, естественно, под страшный огонь немецких войск. И перейдя реку, погибает ее командир. То есть в бою погибает командир, естественно, по должности вторая становится она. Как рассказывали очевидцы были те молодые совсем, можно сказать, юноши, которые еще были в этом городе, и именно в месте сражения они проживали и прятались по подвалам, и из щелей этих подвалов они наблюдали всю эту картину. Когда погиб командир, естественно, у солдат, все сразу залегли, потому что пулеметы не дали поднимать голову. И эта девушка, хрупкая девушка, встает в полный рост, расталкивает своих бойцов с криками за Родину, за Ростов, ведет их в атаку. Естественно, бойцы поднимаются за ней. В итоге эта высота была взята, пулеметная точка была уничтожена, но, к сожалению, она получила смертельное ранение. Сейчас, будучи в Ростове, мне показали приблизительное место ее гибели, потому что эти же местные ребята, как говорится, юноши, занесли ее в один из дворов, и, к сожалению, она там и скончалась. Ее похоронили там, потом перезахоронили в братскую могилу. И третье перезахоронение, это уже было в таком мемориальном комплексе, где она сейчас и покоится рядом со своими однополчанами. Александра Надзадзе была мужественной, энергичной, умело вела своих бойцов. Она всегда и во всем была первой. Вы знаете, бабушка моя очень много рассказывала про нее. В детстве, почти все свои школьные годы, сознательную жизнь, каждое 9 мая, не было, я не помню такого 9 мая, чтобы мы не ездили в Ростов, не посещали могилу, не встречались там с ветеранами. Я тогда еще пионером был, потом комсомольцем и так далее. Бабушка рассказывала, что действительно она была, сама бабушка, говорит, я в свое время удивлялась, как она характер-то у нее был, говорит, непростой. В то же время эта девочка, то есть такая она, с двух сторон можно было. Она и улыбчивая, она и веселая, но когда нужно было, конечно, она проявляла свой характер. И я даже одно письмо читал, которое она писала с фронта своим сестрам и брату. Там приблизительно такие слова, что, мы здесь на фронте, будем уничтожать эту фашистскую нечисть.
за нашу родину, за нашу страну, за Сталина. Ну, естественно, бойцы тогда, да. А вы там в тылу сделайте все возможное, чтобы наша победа приблизилась. То есть письма, ну, я вам скажу, взрослого человека, то есть не молодой девушки, которой там 26-27 лет. Ну, она пошла сама, не попала неправильное слово, пошла сама добровольно именно на передовую. То есть она могла, как политработник, находиться где-то в штабе, там, подальше от линии фронта, но изъявила желание и пошла. Но это говорит о многом. Вы понимаете, естественно, таких было десятки миллионов, да, люди, которые шли на жертву ради того, чтобы, значит, эту фашистскую нечисть, как говорится, уничтожить. Но девушка, еще раз повторюсь, из обычной крестьянской семьи, из обычного, значит, нашего села, вот так вот проявила себя. И действительно это очень... Я просто горд, что это вот касается моей семьи, да, моих предков, которые вот с честью и с достоинством прошли все это, к сожалению, значит, ценой своих жизней, но, по крайней мере, сделали все от них зависящее, чтобы, значит, приблизить победу. Одна из улиц Ростова-на-Дону носит сейчас имя Александры Надзадзе. На берегу Дона в память о ее подвиге был воздвигнут один из самых величественных монументов Ростова. Там и ведет своих солдат теперь уже в вечный бой против гитлеровских оккупантов славная дочь Абхазии, политрук Александра Надзадзе. В ближайшее время одна из ростовских школ также будет носить ее имя. Память о героине живет и в Абхазии. В Сухуме и Лдза школы и улицы названы ее именем. В Ростове 27 сентября прошел первый мемориальный турнир по бразильскому джиу-джитсу, посвященный памяти Александры Надзадзе. По инициативе прекрасного нашего спортсмена, абхазского спортсмена Руслана Хашба, был проведен международный турнир по бразильскому джиу-джитсу, посвященный именно ее памяти. Вот. Этот турнир собрал свыше 550 спортсменов с разных регионов, в том числе и с нашей республики. Так что этот турнир уже становится международным. Вот. Огромную поддержку оказала абхазская диаспора во главе с Виктором Шамиловичем Хашба. Под их, как говорится, началом, по их инициативе вот это все было. Было поддержано все это, естественно, руководством и Ростовской области, и, естественно, руководством и города. Вот, соревнования прошли на высочайшем уровне, были призы вручены и так далее, и так далее. То есть этот турнир будет проходить теперь ежегодно, но уже перед 9 мая, то есть в апреле месяце. В турнире участвовала и команда из Абхазии. Было разыграно 510 медалей и 3 общекомандных мест. Победители получили солидные призы, право на участие в чемпионате мира в декабре текущего года, а также отдых в Абхазии. Настроены бороться, побеждать. Раз у тебя настрой боевой, мы готовы сражаться и получать свои медали. Мы приехали с абхазским настроем показать то, что мы готовы, мы настроены на это. Этот турнир, это мероприятие, которое сегодня проходит, она уже десятки лет требовала того, чтобы его сделать. Мы, конечно, всегда на 9 мая ходили к мемориалу, возлагали цветы, вспоминали мы всегда Александру Константиновну Надзадзе, которая погибла и положила свою жизнь за освобождение города Ростова-на-Дону. Но все-таки это время наступило, к счастью. Мы решили провести этот турнир и его учредили, чтобы ежегодно проводить теперь к 9 мая. В этом турнире очень много участвовал, из 550, значит, спортсменов, очень много было детей. Вот этим детям рассказывали эту историю. Может, кто-то понимал, может, кто-то не понимал, но мы обязаны это делать, потому что это наша история, это история нашей большой страны. Это история этих героев, которые, да, защитили нашу землю. И было бы отрадно, что вот эти дети с вниманием слушали, понимают, повзрослее люди уже это знают, эту историю. То есть вот такая вот у нас
у нашего народа и вообще у всего советского народа была героиня. За отвагу и храбрость, проявленную в боях за Ростов, Александра Константиновна посмертно была удостоена ордена Красной Звезды, одной из самых чтимых фронтовиками наград. Известный абхазский поэт Иван Тарба посвятил ей стихотворение. В нем есть такие строки: «Обелиск поставлен белый, ширь и степь вокруг него, девушке абхазки смелой, здесь поставили его. Берег Дона величавый приютил тебя навек, горд твоей бессмертной славой, тихий Дон, как человек». Лаура Капш, Налач Хинджеря, Рамо Камкя, Абхазское телевидение.